Смотрите в программе. В Вилюйском районе определили и изолировали 14 человек, контактировавших с больным COVID-19. Эссе Ланхо, который должен был пройти в Алекминском районе в июне, перенесли. Тем временем в Хандаге зацвел яблоневый сад на территории горно-геологического техникума. Эфир нашего телеканала продолжаем новостями к этому часу. Эпидобстановка в Вилюйском районе остается напряженной. Вчера COVID-19 был выявлен у одного молодого человека, жителя города Вилюйска, который занимался грузопассажирской перевозкой. Предположительно, больной заразился в Якутске. На сегодня 14 контактных лиц помещены в обсерватор, 4 изолированы по месту жительства. Также в провизовом отделении районной больницы находятся 3 пациента с подозрением на коронавирус. Распоряжением главы района всем руководителям торговых точек и организаций поручено проводить санобработку и дезинфекцию общественных пространств раз в неделю. На сегодня тоже устанавливается круг контактных лиц. Из лиц, помещенных в обсерватор, в основном это люди молодого возраста до 30 лет, что свидетельствует о том, что молодежь не соблюдает режим самоизоляции. Тем самым они подвергают опасности свое здоровье и здоровье своих близких, друзей и коллег. С 2013 года на территории республики осуществляет свою деятельность фонд капитального ремонта. Более 9 тысяч домов по всей Якутии входят в актуализированную программу фонда, и с наступлением тепла для его работников начинается самый загруженный период. В сферу деятельности организации входят работы по ремонту фундамента, фасадов, кровли и инженерных систем. Но в связи с введением ограничений по причине пандемии на данный момент внутриквартирные работы приостановлены. Тем не менее, фонд продолжает свою деятельность с соблюдением определенных мер безопасности и сроков выполнения работ. Да, все обращаются к нам напрямую, мы никому не отказываем, со всеми мы контактные. И с гражданами отрабатываем в том числе, и с управляющими компаниями в том числе. Потому что мы делаем капитальный ремонт один раз и уходим. А дальше эксплуатируют уже управляющая компания и жильцы, и они напрямую заинтересованы в результате наших работ. За последние месяцы в Мирнинском районе стремительно растет численность безработных. Между тем, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке труда, Центр занятости населения продолжает подбирать подходящие вакансии и направлять на обучение потерявших рабочее место. В обстановке на рынке труда Марфирина Алексеева. По Мирнинскому району в регистрационном учете Центра занятости населения числится около 2000 человек. Из них большая половина граждан зарегистрировалась в последние 3 месяца. В начале года в качестве безработных числилось 558 человек. На сегодня цифра возросла почти вдвое. Помимо временного увеличения пособия по безработице, пандемия также внесла положительные коррективы в трудоустройстве местного населения в предприятия промышленной, строительной и дорожной сферах. Предприятия, которые в большей своей части осуществляли набор кадров в других регионах путем завоза работников вахтовым методом на территорию республики, сегодня испытывают кадровый голод. Работодателями в данном случае выступает общество с ограниченной ответственностью «Стройгазтранс Трубопроводстрой» и общество с ограниченной ответственностью «Газартстрой». Объявлен набор желающих трудоустроиться также на Чаендинское месторождение. В настоящее время в базе данных числится более 500 свободных вакансий на Чаендинском месторождении. Наиболее востребованными из них оказались такие профессии, как инженер, водитель автомобиля, врач, электрогазосварщик, слесарь, плотник, столяр, а также дорожный рабочий. У нас очень много поступлений, обращений от жителей Мирнинского района, а также жителей Республики Саха-Якутия, с Якутска звонят, с Нюрбы, с города Сунтара. Мы им предоставляем форму заполнения анкеты, они заполняют, и также копии отправляют своих документов, трудовой книжки, паспорта. Для профессии, где не нужна квалификация, опыта работы и требований никаких нет. Заработная плата колеблется от 48 тысяч до 80 тысяч.
Подробная информация о требуемых документах для трудоустройства имеется на официальном сайте Центра занятости населения и сайтах муниципальных районов. А также можно позвонить в любой Центр занятости населения республики, где специалисты расскажут поэтапные действия для подачи заявления. На сегодняшний день Центром занятости Мирнинского района обработано и направлено в город Якутск около 20 анкет. Далее направляются на рассмотрение уже работодателю, и работодатель уже будет напрямую контактировать с соискателями. Для повышения конкурентоспособности граждан района в этом году продолжается набор на профессиональное обучение среди безработных. Обучающим заведением выступит Мирнинский регионально-технический колледж. В текущем году мы планируем направить на обучение более 200 человек, безработных, незанятых граждан. Здесь также необходимо отметить, что поменялся сам механизм образовательного процесса. Сегодня наши граждане, которые уже приступили к обучению, они учатся в дистанционном режиме. Обучение граждан осуществляется за счет государственного бюджета. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Утверждена программа республиканских мероприятий, посвященных национальному празднику ИСЭХ. В связи с действующими ограничениями по количеству участников массовых мероприятий, они будут производиться в дистанционном формате с трансляцией на телевидении и в интернете. Профессиональные учреждения искусства и культуры подготовили программу, которая включает в себя более 30 мероприятий, конкурсов, онлайн-выставок, мастер-классов, лекций, показов и концертов. Предложены также онлайн-форматы проведения самых значимых церемоний празднования, благословения и встречи солнца. В этом году впервые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией нашими учреждениями культуры предлагается проведение мероприятий нашего традиционного национального праздника, который является государственным праздником, праздник ИСЭХ. И учреждения культуры предложили несколько новых форматов работы в режиме онлайн и в режиме офлайн. Эти акции, эти мероприятия, в которых мы призываем принять участие всех жителей нашей республики, они будут направлены, конечно, на сохранение традиций, на передачу будущим поколениям знаний о праздновании традиций ИСЭХов и о том, какое значение празднование имеет в жизни народов Якутии. Нынешний ИСЭХ Аланхо, который должен был пройти в Алекминском районе в июне, перенесли. Национальный праздник состоится в 2021 году. Об этом нашему телеканалу сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Местников. Место не меняется. ИСЭХ в следующем году состоится там же, в Алекминске. По словам зампреда, подготовка шла полным ходом. И организаторы до последнего надеялись, что ситуация стабилизируется и праздник все же состоится. Но обстоятельства сложились так, что отмена ИСЭХа – лучший выход при напряженной ситуации. Мы рассматривали различные варианты проведения ИСЭХ Аланхо, в том числе в формате онлайн. Но, к сожалению, онлайн-форматы и различные проведения такого праздника, как ИСЭХ Аланхо, оно никак не приемлемо для нас. В 2022 году ИСЭХ Аланхо пройдет в Верхневилюйском районе. В 2023 году ИСЭХ пройдет в Аймеконском районе, в 2024 году в Амгинском и в 2025 в Нерюнгельском районах. Досрочное голосование по поправкам к Конституции пройдет на труднодоступных территориях в 28 районах Якутии. В частности, там, где проживают оленеводы, коневоды и на отдаленных метеостанциях. Все необходимые меры безопасности от коронавируса будут соблюдены. По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов. В настоящее время идет работа по доставке бюллетеней и технологического оборудования территориальной избирательной комиссии. А потом далее, в свою очередь, территориальные избирательные комиссии доставят эти избирательные участки до поселений, то есть до наслегов, где находятся участковые избирательные комиссии. А далее уже члены участковых избирательных комиссий будут организовывать выезды с целью организации голосования вот в этих труднодоступных и отдаленных местностях. И первые выезды планируется начинать с 15 июня. И досрочное голосование по закону может проводиться
вплоть до дня голосования, до основного дня голосования, то есть по 30 июня включительно. Граждане, которые будут работать 1 июля, в день голосования по поправкам к Конституции, должны получить повышенную оплату. Об этом сообщила глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса. Ее особенности связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работника. Она добавила, что неработающие в этот день сохраняют свою зарплату за июль. Наши корреспонденты продолжают опрашивать жителей Якутии об их отношении к поправкам. О том, какие из предложенных пунктов импонируют им больше всего, нам рассказали жители Нерюнгри. Для меня очень важно принять участие в голосовании 1 июля, так как я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации. Голосовать я буду для две поправки, которые для себя считаю важными. Это регулярная индексация пенсий и качественное и доступное здравоохранение. Здоровье и благополучие наших людей, я считаю, это самое главное. Алроса выпустила 1 миллион личинок чира в реку Вилюй в селе Крестях Сунтарского района. Церемония состоялась в урочище «Соколиная коса». Примечательно, что зарыбление рек является добровольной инициативой алмазодобывающей компании, которая ежегодно финансирует этот масштабный проект. Совместно с Министерством экологии республики и Чернышевским рыбзаводом была поставлена цель – увеличить количество разводимых рыб. Основные виды ранее были пеледь и ряпушка. Но было принято решение разводить и чира. Через 5-7 лет после достижения половой зрелости сегодняшние личинки должны подняться на реку Вилюй для нереста. Алмаздобывающая компания, которая руководствуется принципами бережного отношения к природе, ежегодно на природоохранные мероприятия выделяет около 6 миллиардов рублей. За последние годы компании удалось снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 55%. Это может стать хорошим примером для других промышленных компаний. Личинка доставляется в кислородных пакетах. После этого мы выкладывали личинку уже в реку Вилюй для сравнивания температуры, так как температура в бассейнах и температура в реке она у нас разнится. После этого уже мы совместными усилиями провели выпуск. Процент выживаемости меньше 1%. Но так как объемы будут увеличиваться, то этот процент выживаемости он будет уже сказываться на диком стаде. То есть будет пополнять уже дикое стадо чира, который находится уже на Вилюе. В дальнейшем выпуски должны стать регулярными и в большем объеме. В настоящее время реализуется план по развитию садкового хозяйства. Я надеюсь, что к концу года мы уже этот проект запустим. И после того, как будет сформировано маточное стадо чира, муксуна и пеледи, то, что у нас в плане стоит, объем выпускаемого видов он будет увеличен. На днях в село Амга завезли 16 тысяч цветов от фермерского хозяйства Артура М. Ферма поставляет саженцы уже второй год. Цветочную рассаду пополнили новые виды – турецкие гвоздики, анютины глазки сорта динамит и другие. Комиссией по благоустройству амгинского наследия определены зоны озеленения. Цветы посадят на площади Славы, скверах, на въезде в село Амга, в парке культуры и отдыха. Также администрация наследия в скором времени объявит конкурсы на лучшее благоустройство и озеленение территории среди организаций, предприятий и частных дворов. В этом году, несмотря, конечно, на пандемию, с соблюдением всех санитарных норм, представители, работники наших организаций, учреждений амгинского наследия также изъявили желание присоединиться к субботникам. Но субботники у нас будут проходить по небольшому количеству человек от каждой организации. И, например, если в 2 часа приходит одна организация, в 3 часа уже придет другая организация, до 10 человек включительно. А в Хандыге зацвел яблоневый сад на территории горно-геологического техникума. Там одновременно цветут около 2 десятков плодовых деревьев.
20 саженцев двухлетних яблонь из Якутского ботанического сада были привезены в мае 2017 года. 16 высажены перед учебно-лабораторным корпусом и 4 возле студенческого общежития. Для пышного цветения яблони дважды в год подкармливают специальными удобрениями для роста и цветения. Яблоня сибирская в сентябре дает обильный урожай. Плоды по размеру чуть больше боярышника, но по вкусу это настоящие яблоки. Первые плоды сладкие, затем набирают кислоту. Первые цветы у нас появились в 2018 году. Это пока были такие маленькие зачатки, было только 3 или 4 куста только начали цвести, помаленечку там дали. Вот. А в прошлом году, в 2019 году, конечно, уже активно все яблони зацвели. А плоды, они как только отцветают, начинают сразу же завязываются, плоды маленькие-маленькие, и созревают они уже к сентябрю, созревают. Жительница Айхала дома завела 2 белок. Но не потому, что захотелось экзотики. Женщина спасла грызунов от неминуемой гибели. И призывает взрослых и детей, если не поступать так же, то хотя бы просто не мучить животных. Сюжет нашей коллеги Альбины Шарафидиновой. Неделю назад эти 2 бельчонка бегали на природе и частенько страдали от рук айхальской детворы. Сегодня у них и крыша над головой, и пища. Испуганных зверьков забрала домой женщина. Рассказывать о спасении решилась только без камеры. Уверена, эти 2 – родственники. О том, что белкам нужен дом, Елена узнала из мессенджера WhatsApp. Наткнулась на объявление и, не раздумывая, решила помочь зверькам. А нашла грызунов Олеся Марчук. К себе взять не смогла. Дома маленькие дети. Гуляли на прошлых выходных с моей мамой и с ребенком. И к нам подошли 2 девочки лет 8. У них была белочка. Они ее подобрали, а мальчики издевались над ней, запугали палками. Многие отозвались, много. И мне и ночью писали, и поздно, и утром даже хотели приютить. Приютила одна женщина. Этих белочек много. Как выяснилось, уже 3 штуки. Может, даже и больше есть. Вот. И, естественно, я созвонилась с той женщиной, она охотно согласилась и взяла 2-ю белочку к себе домой. Любимое занятие белочек – грызть все, что под зуб попадет. Так и на этом видео. Бельчонок грызет косточку в ветеринарной клинике. Несмотря на то, что она несъедобная. В ветлечебницу зверька привела Елена, чтобы бельчонка осмотрели. Белочка была здоровая, шерстный покров у нее был чистенький. То есть по всем внешним факторам белка была абсолютно здорова. Я им порекомендовала понаблюдать, естественно, не подпускать детей, чтобы они меньше с ней контактировали, потому что это все-таки дикое животное. Они являются переносчиками болезни бешенства, но это тоже есть факты, что они могут заразить, а могут не заразить. То есть достоверной информации как таковой нет. Любят рыжие носиться по лесу, прыгать с ветки на ветку. Жизнь грызунов не длинная. В природе 4-летняя белка считается старой. Домашние же бельчата доживают до 12 лет. Позаботиться о белочках может каждый. И для этого совсем не обязательно содержать ее дома. Достаточно принести горстку семечек или побаловать зверька орешками. Альбина Шарафидинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация. До встречи в эфире.